Основной бюджетный ориентир останется прежним. 70% доходной части пойдут на социальный блок. Львиная доля поступлений в казну, как и прежде, ожидается от налоговых отчислений. Пока расходы с доходами разнятся, дефицит чуть меньше 1,5 миллиарда рублей. Но в течение года, возможно, сумма сократится. Федеральный бюджет пока запланирован 4,6 миллиарда рублей. В прошлом году это было 5,1. Но так как еще не принят бюджет Думы Российской Федерации, мы еще рассчитываем, что эта сумма увеличится. И правительство на это активно работает. До конца года депутатам необходимо внести поправки в закон о поддержке детей-сирот. За обеспечение их жильем отвечает регион. Это по федеральному документу. У нас же полномочия в организационной части отданы местным властям. Республика помогает лишь финансово. Тот самый региональный закон, который и регулирует деятельность муниципалов, в этом году подходит к концу по некоторым пунктам. В связи с тем, что 115-й закон в части предоставления жилья детям-сиротам 31 декабря 2017 года завершает свое действие, была необходимость создать рабочую группу, проработать этот вопрос и предложить его рассмотреть на сегодняшней сессии. Все-таки уже ноябрь, бюджет формируется. Есть и положительные моменты в этом вопросе, и есть, конечно же, проблемы. Положительно заключается в том, что органы местного самоуправления обладают большим правом по приобретению жилья на вторичном рынке, по переводу жилья из нежилых помещений в жилые помещения, ну и ряд других преимуществ. Республика в данном случае выполняет именно финансовую сторону вопроса. Решать проблему детей-сирот продолжит совместными усилиями. Обеспечить жильем всех сразу попросту нет возможности. Сегодня в очереди 1882 человека. Необходимая сумма – 1 700 000 000 рублей. Для местных бюджетов деньги неподъемные, учитывая, что ежегодно список очередников лишь увеличивается. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.